Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся в единой диспетчерской службе города Якутска, куда стекается вся информация о происшествиях в нашей столице республики. Давайте разберемся, как происходит работа единой диспетчерской службы ЕДДС. ЕДДС города Якутска функционирует с 2003 года распоряжением мэра города Якутска Михальчиком Ильи Филипповича. Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов местного самоуправления для реагирования на угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. Основная задача ЕДДС – это прием заявок от населения, от организаций и дальнейшая передача информации в дежурно-диспетчерские службы, в компетенции которой относятся реагирование на эти сообщения. В год поступивших заявок примерно около 10 тысяч получается. В прошлом году было очень много заявок, это более 12 тысяч поступило. В этом году где-то 3,5, по сравнению с аналогичным периодом это получается в 2 раза меньше. А с чем связано снижение поступивших заявок? Ну, в прошлом году были такие моменты, где нападение собаки. Из-за этого получилось у нас в начале года очень много заявок. В принципе, по заявкам, которые поступают в ЕДДС, можно какую-то статистику волнующих людей вопросов. Ну, у нас, в общем, ежедневно, получается, это поступают заявки по жилищно-коммунальным вопросам. Это обрыв трубопроводов, отсутствие тепла и так далее. Все вовремя отрабатывается и заявки снимаются вовремя. В этом году была такая ситуация, когда свет ушел непосредственно в соцсатале. Все знают про эту историю. И там, получается, выезжала также наша служба спасения. Мы ее туда отправляли. И дедушка, получается, запустил дома генератор, но, так сказать, не убедился в его... Как правильно сказать, что он на улицу его не вытащил, а запустил в помещение. И наши ребята, получается, его, когда пришли, он уже был без сознания. То есть он дышался угарным газом. То есть человек был спасен. Зоур, расскажи, пожалуйста, немножко о своей работе. В какие периоды поступает больше всего звонков? Ну, там все в зависимости от периода, получается. Если, допустим, это начинается осень, это начинается отопительный сезон, большинство звонков поступает по отсутствию отопления, либо течи. Соответственно, весна – это большинство по откачке луж поступают. Также бывают ветровые нагрузки, и люди звонят по отсутствию света по линии ЦРС. Пожароопасный в паводковый сезон? Да, тоже люди звонят, обращаются, что, допустим, подтопило территорию, чью-то дворовую. Но у нас как бы ездят бригады, получается, в каждой территории такая создана. Также у нас есть, допустим, если звонок поступает от жителей, что подтопило дворовую территорию, у нас есть своя служба спасения городская, мы отправляем ее. На твоей памяти какие-нибудь интересные вызовы были, заявки, звонки, что-то, которые особенно запомнилось во время работы? Ну, я по линии ЕДДС работаю не так долго, почти год, получается, такого прям не было. Ну, бывает периодами население звонит, как бы, бывают интересные люди, но в основном это как бы стандартная, так сказать, текучка. Житейские бытовые вопросы? Да, житейские, так сказать, бытовые вопросы. Некоторые, конечно, звонят, консультируются, допустим, их затопили соседи, и они не знают, что им делать. Как бы мы им предоставляем информацию прям поэтапно, что им необходимо сделать и как урегулировать этот вопрос. Наш автомобиль оборудован, гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Это при дорожно-транспортных происшествиях. Также пневмооборудованием. Это пневмоподушки. При завалах работаем и примерно похожих чрезвычайных ситуациях. Также бензорезом. Это болгарка на бензиновом приводе, да, с большими дисками, с большими оборотами, когда выезжаем на пожары и предоставляем, доступ для пожарных. Также огнетушителями первой медицинской помощи какой-то, это аптечки, шины, носилки жесткие, мягкие. Также при паводке, если мы работаем, у нас есть прицеп с лодкой, в машине всегда лежит спас-жилеты,
на случай, если нам надо кого-то в воде, какую-то помощь оказывать. При пожаре мы специальная, значит, одежда БОП, одежда пожарного. Также у нас оборудованы лестницей, трехколенкой, если нам куда-то надо, значит, в окна попасть, да, и так далее. Также шансовый инструмент туда входит: лопаты, пилы, топоры и тому подобный инструмент. Конусами, когда мы работаем в опасной зоне. Спасательный круг, непосредственно машина оборудована фароискателями, СГУ, это значит сигнально-голосовое устройство, сирена, да, в простонародье. Также рации и непосредственно переносными рациями, чтобы связь между ИДДС и спасателями была, и между собой спасатели связывались. Ну, получается, вы оборудованы чуть ли не на все случаи, которые могут произойти. От А до Я. Наша служба создана год назад, 1 апреля 2002 года, получается, она открылась. Выполняем задачи по спасению людей, животных, профилактические мероприятия проводим по водоемам, по лесам. Также взаимодействие с 01, с 02, с 03, то есть и на пожары выезжаем, на ландшафтные пожары, на бытовые пожары, участвуем в ДТП, ну, принимаем участие при ликвидации последствий ДТП. Поисковые работы в пределах города. Нам рассказали, что в начале года ребята из спасательной службы фактически спасли жизнь одного из жителей Якутска, когда он запустил генератор у себя и чуть не задохнулся, да? А были ли какие-нибудь другие случаи, ну, например, при паводке? Год назад, как раз-таки в мою смену, мы дежурили, получается, на Зеленом лугу, и там пошел подъем воды резкий, перемыло дорогу. Остался человек на самом Зеленом лугу. Попытался самостоятельно, изначально не просил помощи, ничего, хотя у нас лодка стояла на готове на берегу. Попытался самостоятельно пересечь воду, этот разлив, и, соответственно, его большим течением снесло. Он зацепился руками за деревья и запутался ногами в траву. И уже из последних сил мы начал звать на помощь. Услышали, выскочили, прыгнули быстренько в лодку, подплыли к нему, кое-как вытащили, потому что он практически выше колен был укутан травой. Вытащили, он уже практически был без сознания. Сразу передали информацию в единую дежурную диспетчерскую службу, они вызвали скорую на место. Мы его, как могли, начали обогревать, укрыли различной одеждой и передали скорую помощь. И много таких случаев вообще происходит? В прошлом году еще был такой же случай, только в районе Тулагин другая смена ездила, я точно подробностей там не помню, тоже там мужчину они спасали. Ну, в принципе, регулярно, но в этом году этого не было.